Ребята, сегодня у нас цель урока. Давайте мы с вами познакомимся с нашими целями урока, хорошо, чтобы мы знали, чему вы научитесь на нашем уроке, да? Хорошо, теперь смотрим. Мы сегодня будем пересказывать истории, рассказы, сказки, используя план. То есть будем рассказывать по плану, да? Да. Использовать сложные предложения с союзами «и», «оно», которые мы с вами прошли. Теперь я хочу узнать ваше настроение. Смотрим и показываем, да? У вас у всех есть капельки. У кого отличное настроение, показываем какую капельку? Веселую, да? У кого хорошую? Вторую капельку. И у кого нету настроения, показываем плохое настроение. Мое настроение какое? Ну-ка, отличное! Молодцы, я рада. Теперь, чтобы узнать тему урока, вам нужно разгадать грамматическую арифметику. То есть решить пример не с цифрами, а с буквами, да? Дана пойдет решать первое слово. Данья пойдет решать второе слово. Смотрим. Анеля, смотрим. Дана, что у тебя получилось? Путешествие. У тебя? Капельки. Капельки. Что у нас получилось, ребята, коротко? Капельки, да? Молодцы, садитесь. Кто хорошо справился, Дана или Даниэль? Давайте оценим. Дане сколько поставим? Капельки ваши поднимите, чтобы я видела. Это Даня, да? Теперь оцените Данию. Они оба хорошо справились, молодцы. Теперь, ребята, давайте посмотрим с вами мультфильм, да, про нашу капельку. Смотрим, слушаем внимательно, потому что потом мы будем с вами отвечать на вопросы. Хорошо? Сели ровно и слушаем. Какой чудесный день! Какое яркое солнышко и синее небо! Да, но мне кажется, что сегодня слишком жарко. Пустяки, а мне нравится солнышко. Солнышко, свети ярче. Ой, что это с тобой? Ты сейчас исчезнешь. Тебя совсем не видно. Да? А мне кажется, я сейчас полечу. Я стала такой легкой, что могу летать. Какой ужас. Она превратилась в пар и теперь улетит неизвестно куда. Это все из-за солнца. Бедная моя подружка. Надо скорее спрятаться от жары. Как красиво! Я вижу все наше озеро. Интересно, куда я лечу? Наверное, навстречу новым приключениям и чудесам. Вот это да! Я и не думала, что мир такой большой и прекрасный. Однако становится холоднее. Что это там надо мной? Да это облако! Какое оно огромное вблизи! Неужели я попаду прямо в него? Вот интересно побывать внутри. Ух ты, как много капелек! Привет, подружки! Привет, новенькая! Вот здорово! Я и не знала, что в облаке будет так много подружек. Ой, а что это с моим платьем? Оно снова меняется. Это потому, что в воздухе ты была водяным паром, а теперь превратилась в туман. Все облака состоят из тумана, очень мелких капелек воды. Таким и стало твое платье, как и у всех нас. Понимаю.
чтобы взлететь, я стала водяным паром. Поэтому моя подружка и сказала, что меня не видно. А теперь я стала туманом, и меня видно так же, как видно облако или туман на земле. Но куда же мы летим? Как далеко мы улетели от моего родного озера? Что же ждет меня дальше? Ой, мое платье! Оно снова стало таким, как на озере. Что это значит? Это значит, что скоро ты прыгнешь вниз дождем. Смотри, мое платье тоже водяное. Значит, и мне пора в путь. Прыгнули? Страшно. А мы не разобьемся? Не бойся, на земле нас очень ждут. Ну тогда прыгнули! Вот и земля близко. А как рады нам цветы, трава и деревья. Да, ради этого стоило прыгнуть с такой высоты. Ай! Ухо вроде не разбилось. Но где я теперь? Ты в подземном потоке. Бежим с нами, если хочешь снова увидеть солнце. А куда вы бежите? К роднику. Там мы сможем выйти на поверхность земли. Конечно, бежим быстрее. Я так хочу вернуться обратно на землю. Здорово! Мне никогда не было так весело. А еще веселее снова увидеть землю, небо и солнце. Но где же я оказалась? Мы в ручье. Наш путь не окончен. Мы спешим дальше, к озеру. Тогда бежим быстрее. Мне так интересно побывать где-нибудь еще. Скучно. Одно и то же каждый день. Даже подружка пропала. Я, наверное, никогда больше ее не увижу. Привет, подружка. Как хорошо вернуться домой. Я так рада снова тебя видеть. Ты? Разве ты не погибла? Что ты? Я совершила путешествие и увидела столько интересного. А теперь мне не терпится отправиться в новый путь. Хочешь со мной? Да, я полечу с тобой вместе. Мне было так скучно здесь одной. Тогда летим? Летим! Вперед, навстречу новым открытиям и приключениям! Можем ответить на вопрос? Тогда у нас, мы с вами знаем, да, что сказки делятся у нас, сказки, рассказы, истории делятся на части, да? На начало, то есть мы говорим о герое, да? На основную часть, да, мы видим с вами, и на концовку. В основной части у нас происходит какая-то история с героем, да? И в концовке мы к чему-то уже приходим, да? То есть в концовке у нас мы говорим, чем закончилась эта история. У нас сегодня на уроке 3 остановки. Начало, основная часть, концовка. И мы с вами должны ответить на эти вопросы, да? Пойдет. Первая остановка у нас начало сказки. Пойдет группа солнышек. Выходит. Быстрее, ребята. Выходит. Отвечать на вопросы. Да? Считаем и отвечаем на вопросы. Да. Погромче, чтобы всем было слышно. На озере. Хорошо.
погромче. Вообще тебя не слышу. Что делал? Молодцы, ребят. Ребят, оцените, как они прочитали и как они ответили на вопросы. Ага. Если вам понравилось, то есть они ответили хорошо, да? Ребят, молодцы. Садимся. Вот Маша Капенька. Хорошо ответили. Выходит у нас теперь основная часть, вторая группа, да? Группа капель. Читаем и отвечаем на вопросы. Только читаем погромче. А вы слушайте, ребятки. Ручки положили и слушаем. Что однажды случилось с капелем? Возьмите второй вопрос. Молодцы. Читаем. Куда она полетела? Правда? Ага. Кого она там увидела? Хорошо, молодцы. Ребята, теперь, ребята, давайте оценим наших капелек. То есть они ответили отлично, да? Ребят, держите. Садимся. Выходит наша третья. Мира, читай. Хором отвечай. Тихо, тихо. Они это группе. Куча капелек. Много капелек. Слушаем, ребята. Что с ней произошло? Она упала на землю и попала в воду. Она упала сюда, выглянула солнышко, и она превратилась в пар. Она превратилась в пар, а потом ей стало холодно. И Они сидели на уровне много, да? Пролились дождем, да, на землю. Попали в озеро. Хорошо, молодцы, чуть-чуть. Были ошибочки, да? Оцените, ребята. Хорошо, они ответили, держите. Садимся. Ребят, сидим ровно, не разговариваем. Сели ровно, чтобы я видела. Следующее задание послушайте. Жантуре. Жантуре. Жантуре, вот рамос. Теперь следующее задание, ребята. Ага. Теперь, ребята, слушаем следующее задание. Можно ли сказать, что капелька прошла круговорот? Покажи. Теперь вам следует доказать. Итак, у нас с группы солнышко. Когда Дана пойдет доказывать. Дана выходит. Докажи, что капелька прошла круг. Пиши капелька. И начинаем. Остальные слушают. Фатима, Волжана, Анеля. Потом положишь, слушаем. Она летела наверх и стала прохладной. Потом она увидела много таких капель, и однажды дождь пролился с капелькой. И потом
Ребята, оцените Дану нашу. Как она рассказала? Отлично. Хорошо. И у нас следующая группа капель, да? Ужас. Пошли рассказывать. Доказывать. Ложана. Слушаем внимательно, ребят. Я что-то не вижу, чтобы вы слушали. Сели все ровненько. И слушаем. Однажды капелька с подружкой сидела на озере и выглянуло солнышко, а потом он стала превращаться на Пар, да? пар. И он когда полетел на небо, ему стало прохладно. И он снова превращался в водяную каплю. И в обмороке он увидел много таких, как он, капель. И она попала опять на землю и упала опять в ручей. И там вот ходит капелька, круговорот. Ходит по кругу, да? И это у нас как называется? Круговорот. Круговоротом. Все, оцениваем. Ужасно теперь. Молодец, отлично. Я ужасно дам самую большую капельку. Да, мне кажется, он ужасно очень хорошо рассказал, да, рассказал. Следующая группа у нас глубоко выходит. Ложат. Жила капелька в озере. И однажды двинуло солнышко, и она полетела вверх и стала паром. И ей стало прохладно, и она опять превратилась в водяную капельку. И в обмороке она увидела много таких водяных капелек. Они пролились с дождем в землю, и она опять попала в озеро. И она ходит капелька по кругу. И это называется круговорот. Отлично. Оцените, Бажана. Молодец, Бажана. Молодец. Отличная работа, да, ребята? Да. Хорошо, молодцы. Ребята, все положили ручки. Слушаем следующее задание, да? Я не вижу, что вы слушали. Сели ровно, ручки положили. Аэро, ручки, Дана, не вижу. Слушаем следующее задание. Итак, первое слово у нас какое? Круговорот. Смотрим, что у нас тут? Классно. О, да? Три. А слышим как? Круговорот. У нас слышим А, да? Но везде мы с вами должны писать что? О. Запомнили? Да. Следующее. Какое слово? То есть у воды бывает разное состояние, да? Состояние. Тоже запоминаем какие буквы? О. Следующее слово читаем. И. Что мы должны запомнить? Д, потому что ее не слышно, да? Мы как будто с вами слышим какую-то Д, да? А в действительности будем писать букву Д. Запоминаем. Что пишем? Д. И последнее наше слово? Красное. Должны написать О. Две О, да? Запомнили? Да. Все. Достаем ваши рабочие листы и пишем.
должны выполнить задание. Сейчас я вам объясню задание. Это вам для шпаргалки облака. Ага. Смотрите, у вас есть лист, да? И первое ваше задание, сюда вы пишете, смотрите, капелька у вас спрашивает, как тебя зовут. Вы пишете что? Свое имя. Дальше. Первое задание. Смотрим. Второе задание. Составьте сложное предложение, используя какие союзы? И, солнце, капелька. И сюда вы можете поставить и, или а, или но. Составляем предложение. У вас получится сложное предложение, да? Да. Начинаем. Ага, кто закончил работу, ребята, поднимите руки. Хорошо, кто не доделал, потом доделайте, да? Это будет ваше домашнее задание. А кто доделал, потом мне в конце урока сдадите, я соберу. Теперь давайте мы с вами, ребята, подытожим наш урок, да, ребята? Смотрим. А расскажите о том, какие впечатления урока у вас сегодня, да? Я хочу, чтобы вы рассказали, какие у вас впечатления. Ужас, какое у тебя впечатление от урока? Какое у тебя впечатление? Тебе урок понравился? Что именно тебе понравилось? Вот какое задание? Отвечать на вопросы, остановки, да? Хорошо. А тебе, Даня, что понравилось? Все понравилось. Галина, а тебе что понравилось? Остановка. Отвечай на вопросы. Раяна, что тебе понравилось? Мультфильм тебе понравился. А Раяна, тебе что понравилось? Остановка тебе понравилась. Отвечать на вопросы, да? Али? Тоже остановка. Жансая? Все понравилось. А Евки, тебе что понравилось? А? Мультфильм. Молодец. Мультфильм. А тебе остановки понравились? Мультфильм. Жансая? Мультфильм. Мирас? Мне понравилась игра «Проверь соседа». Проверь соседа, ага. Мультфильм. Хорошо, ребят. Теперь второй вам вопрос. Вспомните, чему вы научились на этом уроке. Вспоминаем, чему мы научились. Да, чему ты научилась? Я научила рассказывать Сказку, да? рассказывать сказки. По плану, да? Мы рассказали по плану этот мультфильм. Ага, ну. Я научилась рассказывать сказки и рассказки по плану. По плану. Хорошо. Шантри? Мне понравилось
куда? Солнышко, да? А если у вас остались вопросы по теме, крепим куда? Есть Вопросы, да? И если вам ничего не было понятно, куда крепим наши? Потихоньку. Сначала подходит группа солнышко. У вас у всех есть магнит. Ребят, скажите, вот у нас висят шары. На что они похожи? Это у нас капель. То есть у нас в кабинете что идет? Дождь, да? Сели. Вторая группа капель. Выходит. Значит, всем было все понятно. Сами сказали, что у вас все получалось легко, да? Что все задания были понятны для вас. Все. Разговоры прекращаем, Алину. Чуть-чуть потерпим. Сейчас прозвенит звонок. Третья группа. Не забывайте, что звонок еще не просветлел, так что сидим все. Али, глаза на. Все берут. Домашнее задание, слушаем. Домашнее задание. Кто еще не закончил свои работы, забираете домой. Потом принесете, отдадите мне. Я сама соберу работу. Кто все закончил. Хорошо? А кто не закончил, забираю. А кто закончил, у вас на странице есть стихотворение. Вам нужно ее выучить дома. Хорошо? Сейчас я вам страницу скажу. Страница 69, третье упражнение. Это стихотворение вы выучите дома. Хорошо? А тем, кто любит рисовать, кто у нас любит рисовать, ребят? Можете нарисовать постер по нашему памятнику, как она совершает путешествие, да? Спасибо, ребята, вам за урок. Урок на этом окончен. Спасибо. Лесистати сабағын өткізуде 3-ші класс сыныпын нысанға алып, орыс тілі пәні мұғалімі Алиева Бақыт Амирхан қызы жүргізді. Лесистати сабақтары орыс тілі пәні бойынша 2 циклдан, әр циклда 3 сабақтан өткізілді. Бірінші сабағынан кейін білім алушылардың орыс тілі пәнінің сабағында топтық жұмыстарды ұйымдастыра отырып, пәнге қызығушылары мен белсенділіктерін арттыру проблемасы айқындалды. Әр өткен цикл бойынша топтың жұмысқа аса назар аударылды. Нәтижесінде бірінші, бір-бірін тыңдай алады, бір-бірін бағалай алады. Сабақ барысында оқушылардың пәнге қызығушылығы байқалды, әр тапсырма сайын белсенділіктері көрсетілді.